Всем ассаламу алейкум. Это программа «Спортивная Ингушетия» на канале Магаз. Сегодня мы приехали в ФОК сельского поселения Далаково, где проходят чемпионаты первенства Ингушетии по кикбоксингу. В ближайшие 25 минут мы постараемся показать вам самые яркие и зрелищные моменты данного турнира. Чемпионат и первенство среди всех весовых категорий и во всех возрастах по кикбоксингу отборная СКВО, первенство чемпионата республики, отборная СКВО. Здесь участвуют дети всех весовых категорий и всех возрастов. Это плановое мероприятие, это не стихийно возникшая идея, это плановое мероприятие, которое входит в единый календарный план республики. Идет отборная СКВО. Сколько участников? 348, по-моему. Очень много. Этот турнир проходит 4 дня. С понедельника, вот сегодня финальные встречи. А всего участников более 340 человек, 348 человек. Вот, Михаил, с точки зрения как любителя спорта, я знаю, что помимо вольной борьбы ты очень любишь кикбоксинг. Как тебе бои? Здесь есть очень зрелищные бои, особенно вот среди опытных бойцов. И мы очень надеемся, что с СКВО они приедут с хорошим результатом, иншаллах. Ну, ребята очень хороший кикбокс показывают, хорошие поединки показывают. Также нас сегодня посетил основатель кикбоксинга Республики Ингушетия Борза Багаудин, все студенческие коллеги. Я думаю, ему тоже есть что рассказать. Также есть президент Федерации кикбоксинга Казоев Мусор и множество тренерского, большое количество тренерского состава.
развития кикбоксинга в нашей республике, поскольку те, кто возглавляет Федерацию кикбоксинга Республики Ингушетия, это четырехкратный чемпион мира, чемпион Европы, обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта России в Республике Ингушетия Малсар Кадзоев. Добавлю, что Малсар у нас является первым чемпионом мира среди спортсменов всех видов спорта. В 99 году Малсар Кадзоев 2 октября стал первым чемпионом мира. Также первый заслуженный мастер спорта России в Республике Ингушетия в 2003 году. Поэтому есть достойный человек, который возглавляет, также очень грамотно работают все тренера, с кем мы работали. Поэтому и результаты каждый день, ежегодно, если у нас есть победители первенства России, первенство России, чемпионы России, если у нас каждый год повторяются, значит, это означает то, что есть стабильность. Это означает то, что есть, пусть не так, как раньше, но стабильность есть. Поскольку, как раньше, почему я сказал, потому как раньше мы могли выезжать на чемпионат мира Европы, но в связи с санкциями мы, естественно, не можем выехать отдельно, поэтому если бы выезжали и на чемпионат мира Европы, то я без сомнения могу сказать, что наши ребята также достойно приносили бы призовые и первые места на чемпионате мира Европы. До последнего чемпионата мира, в который участвовали наши ребята, мы приносили на чемпионат мира Европы первые и призовые места. Вот, Багаудин, если кикбоксинг добавят в олимпийские виды спорта, у нас есть ребята, которые смогут выступить на Олимпийских играх? Есть, конечно, есть, конечно. У нас и в этом году среди взрослых чемпион России Ислам Уталиев. Он первый номер России. Также, естественно, на Олимпиаду, которая рассматривается, также он становится автоматически первым номером, который имеет право выехать на Олимпийские игры. Кикбоксинг, он уже рассматривается во включении в олимпийские виды спорта, но процесс идет долго, немножко. Почему? Потому как если тэквондо, за тэквондо стоит Корея, то есть каждая страна заинтересована, чтобы в его вид спорта внесли в олимпийскую сборную, в олимпийскую программу, то в кикбоксинге нет родоначальника и нет страны, которая могла бы сказать, что да, мы хотим, чтобы наш вид спорта внесли. Из-за этого в остальном кикбоксинг ничем не уступает ни по зрелищности, ни по количеству участников. Поэтому я думаю, что в ближайшее время кикбоксинг уже включен в рассмотрение в олимпийскую программу, как уже не раз заявляют, что олимпийский вид спорта кикбоксинг обязательно должен быть. Я хочу добавить одно, особенно для жителей нашей республики, для руководства нашей республики, для руководства Министерства спорта, что независимо ребенок занимается олимпийским или не олимпийским видом спорта, болезнь не различает. Поэтому главная наша задача, чтобы вот как сегодня мы видим, зал был полон детьми, чтобы ребята занимались, чтобы ребята выступали, поскольку вот эти все негативные явления, они постоянно появляются там, где нет спорта, там, где отсутствует спорт и где нет ребят, которые заинтересованы заниматься спортом. Поэтому я хотел бы попросить и спонсоров, меценатов, все, кто может помочь ребятам, независимо какой вид спорта, помогать детям, чтобы ребята наши могли и заниматься, естественно, и выступать, выигрывать на соревнованиях.
хуже Латвии, развиваться в Латвии, кикбоксер особенно. Молодший Ханс мало возрастной категории, же дикая устала твой деньги. В основном 9, 10, 7, 8 категории. Дикая опытная болельщик, полита болельщик. Молодший Ханс кикбокс развивался в Латвии, Алрия, вы мягко футбол хандол шагает развитие. Тренер же будут убивать так. Да, тренер же коллега, тренер Баку республики. Особенно да выезда, то что хочет много денег, потом сам. Ханзы первенство чемпионат республики бьет, а дают же как соревнований, как энки стратегии выкладываются, ну что это? Да, дикая выкладывается, много денег же. Остальное что прям сколько попасть на дойца, а каждый что попасть, да, что на все 100% выкладывается даже денег больше. Ханзы масс весовой категории соревнований, масс возрастовый, массовый отобразтемек, так. Ну, я Ханс Охайер чемпионат и первенство мира, зама баржбах барбариш был, занят баржбариш, это 56 раз высокой категории. Молодший Ханс Несков отбирается, ты же первый номер был или второй номер был? Ну, в основном отдался, ну, отобраться, первый, второй, третий мой призер же мобер. Ну, первый баш, взят, анялчик, чего баш матч, надо платишь. Ханс Харшер, молодший команд, юахкул желательно тебе отбирается уже команд, или цаттеривый команд, численность. Харшер, тренер же отбирает желательно, ну, анялчик, окшер, Ханс Шидрен, ну, откатал кон. Так, плюс ивень, Ханс. Я ханяс, хар тренер отмотает чани, хар тренер 20-30 иги газги, 40, бер хашмилат, 30-40 бер арку дальше, лёг плюс итве команда. Масбой яхка, шобой я соперник. Берите бой. Хаются и шобой, ну что трогаться, табоя. Нормально. Ну хай Ханс прокомментирует его, хай боишь пачкам котвир, хай досрочно котвир, ну что котвир. Пачка, единогласно. Или табоя. А хала мало соперник. Третьего, последний. В финале, да? Да. Из хангритуна хау. Тебя ходишь. Просто вот орвори. Кот муштуара, доставать вора, сближаться до вора, до дистанции был вора. Сближаться до вора. Попадаешь до Кери. А счет фаулерши. Счет Майер. Счет Майер. 3-0. 3-0 попал. Я играл, я А первый я хотел. соревнованиях хавали амали готовятся, не надо, до Каяхре готовятся. Где наши тренировки, где готовятся дорога.
годом мы замечаем, что у нас ребята стали боксировать уже точнее. Ребята уже становятся более перспективные. То есть конкуренция растет, да? Конкуренция растет, это уже видно с каждым боем, потому что уже конкуренты в каждой весовой категории уже есть конкуренция, которую уже надо, как тебе сказать, Помогает развитию бойцов, да? да, судейство, На высшем уровне. нарушения не замечаем уже. С каждым годом и судейство у нас начали работать все аккуратнее. Ну, так, как тебе сказать, все лучше и лучше, все лучше и лучше. Вот тяжело с ним готовить бойцов Тяжело. официальным стартом. Тяжело, конечно, тяжело, потому что, как и я, у каждого моего соперника есть свои тренера, у которых есть мастера спорта, чемпионы Европы. И, конечно, подстраиваться под них нам тяжело. У нас есть свой план работы, у них есть свой план работы. Но кто лучше? Кто лучше сильнее построит план, да? Да, кто сильнее, тот и выиграет.